Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Пожилые граждане после получения вакцины от ковид могут вернуться на работу. Некоторые послабления ограничений вступили в силу. Радиационный фон в пределах нормы. Продолжается сбор отделяющихся частей ракеты-носителя, упавшей в Кобяйском улусе. В регионе готовятся написать тотальный диктант. АСН Николаев призвал якутян принять активное участие в акции. За минувшие сутки выявили 29 новых случаев коронавируса в Якутии. Из них в Якутске 18, сообщила в ходе брифинга замруководителя оперштаба региона Ольга Балабкина. По 2 заболевших в Алданском, Верхоянском и Чурапчинском, по 1 в Алайховском, Вилюйском, Кобяйском, Мернинском и Нерюнгринском районах. Сегодня вступили в силу некоторые послабления ограничительных мер. Так увеличивается допустимая загрузка зрительного зала до 75%, в культурно-досуговых организациях сокращены до 1,5 метров минимальные расстояния между столами в банкетных залах. Кроме того, требования об обязательной изоляции и сдаче анализа на коронавирус не распространяются на вахтовиков, если они уже переболели инфекцией. Остальные ограничительные меры продлены до 30 апреля включительно. На территории республики остается и сохраняется масочный режим, необходимость проведения мероприятий и вообще и необходимость соблюдения социальной дистанции. Кроме того, для пожилых граждан и старше 65 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, сохраняется режим самоизоляции как для работающих, так и не для работающих. 31 марта принято постановление правительства 494, которое продлило срок действия временных правил по оформлению больничных листов до 1 мая 2021 года. Ольга Балабкина добавила, что после получения вакцины граждане старше 65 лет могут выйти на работу, при этом работодатель должен создать все условия для этого, подчеркнула замруководителя оперштаба. Пенсии, включая социальные, увеличены с сегодняшнего дня на 3,4%. Одновременно с индексацией повышаются пенсии военнослужащих, членов и их семей, участников Великой Отечественной войны, а также граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других групп. Напоминаем, что на социальную пенсию имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп без стажа, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца без стажа и дети, родители которых неизвестны. Также социальные пенсии по старости назначаются, если у человека нет страхового стажа и индивидуальных пенсионных баллов, или их недостаточно для назначения страховой пенсии. По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, индексация осуществлена более 29 тысячам получателям социальных пенсий. Индексация социальных пенсий производится автоматически, обращаться в пенсионный фонд не требуется. Закрыли движение по грунтовому автозимнику на трассе Вилюй. С 1 апреля закрыт участок автомобильной дороги от села Тас-Юрях в Якутии до поселка Верхнемарково Иркутской области, говорится в сообщении. Пользователей дороги просят передислоцировать технику, которая находится на автозимнике. Продолжается сбор отделяющихся фрагментов ракеты-носителя, упавших в Кобяйском районе. Рабочей группе удалось пешком добраться до труднодоступного места падения, сообщает пресс-служба Минэкологии региона. С места посадки вертолета группа шла пешком 1 час и 15 минут. Под каждым фрагментом из 5 точек отобраны объединенные пробы снега и почвы. При визуальном осмотре разлива жидкости не обнаружено. Радиационный фон в мониторинговых точках и на месте обнаружения фрагментов находится на уровне ниже среднереспубликанских значений, говорится в сообщении. В Хандыге прокуратура и администрация района провели совместную проверку торговых точек. Целью стало соблюдение ценообразования на социально значимые продукты питания. Выявлен ряд нарушений. Материал Марии Винокуровой. В
продуктовых магазинах поселка Хандыга в основном выявлены факты превышения установленных торговых надбавок на крупы, плодово-овощную продукцию, подсолнечное масло, молоко. Самое высокое превышение цен среди плодово-овощной продукции – яблок, мандаринов, моркови. Превышение допустимых надбавок доходит до 28%. По результатам проверки установлено, что 4 индивидуальными предпринимателями допущены нарушения в данной сфере законодательства. В связи с чем прокуратура района возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также прокуратура района в адрес данных индивидуальных предпринимателей внесены представления об устранении нарушений требований законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены. Цены на продовольственные товары приведены в соответствии с требованиями законодательства. В Тамбонском районе в перечень основных социально значимых продуктов входят 19 наименований – хлеб, крупы, сахар, подсолнечное масло, яйца, детское питание. Размеры предельных надбавок на продовольственные товары первой необходимости устанавливаются на основании постановлений органов местного самоуправления муниципальных районов. Постановлением главы Тамбонского района от 14 февраля 2020 года предельные размеры торговых надбавок на социально значимые товары установлены с учетом транспортных затрат на территории Улуса. При выявлении фактов нарушения требований законодательства в сфере ценообразования покупатель вправе обратиться с заявлением в администрацию района или прокуратуру. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район. Татинский Улус с рабочим визитом посетила министр труда и соцразвития Якутии Елена Волкова. Основным вопросом стало оказание методической и практической помощи по заключению социальных контрактов. Провели семинар с участием всех глав поселений и работников социальной сферы. Также министр ознакомилась с новой мастерской многодетной матери Алены Григорьевой. В 2019 году по программе соцконтракт она получила 134 тысячи рублей. Добавив еще 30 тысяч, многодетная мать приобрела необходимое оборудование для расширения своего швейного дела. И на сегодня мы видим, что здесь создана уже полноценная мастерская, 2 рабочих места, полностью приобретено оборудование. И на сегодня эта мастерская имеет достаточно много заказов. Увеличились доходы семьи, и, конечно, нас не может это не радовать. По Татинскому району сумма, которая будет направлена на социальные контракты в 2021 году, увеличится в 2 раза. Если более чем в 2 раза, если в прошлом году эта сумма составляла 9 миллионов рублей, то в 2021 году будет направлено 24 миллиона рублей. В планах Алекминского кооператива «Поиск» заготовить 100 тонн комбикорма. И этот план выполняется, однако часть зерна может пропасть. Основной покупатель приобрел комбикорм у другого производителя. Подробности у Елены Фаст. На территории кооператива «Поиск» шумно готовят комбикорм. Эта партия идет по заказу местного фермера Нучина. Состав хорош – 30% пшеницы, 30% овса и ячмень. Все составляющие – зерно отличного качества. Это отличие и делает комбикорм совершенно натуральным. Отсюда и цена, пожимает плечами председатель кооператива. Это же чисто полностью 100% зерновой. А то, что у нас пока население привыкло, да, что комбикорм они запаривают, и он у них разбухает. Это, как правило, комбикорм, который содержит в себе отходы производства мукомольного, то есть шелуху. Да? И за счет вот этого, ну, это, грубо сказать, что сено, трава. А у нас же наш комбикорм это чисто из одного зерна сделан, поэтому у него, ну, набухаемость, конечно, есть, но не такая, как наше население привыкло, чтобы она была. Поэтому, ну вот мы сейчас пока предварительно проводим согласование на приобретение гранулятора. Это, ну, механизм, при помощи которого производят гранулированные комбикорма. Ну, достаточно дорогая. Тем не менее, сбыт слабоват. Основной покупатель в этом году не приобрел комбикорм, завезли привозной. Мы до этого очень хорошо продавали свой комбикорм кладовой Алекмы, то на сегодняшний день, ну, за 3 месяца 2021 года мы не продали им ни 1 килограмма. В прошлом году в это время мы им продали уже в пределах около 50-60 тонн. А сейчас они, ну, как они говорят, что они завезли комбикорм с других регионов. У нас на сегодняшний день осталось, ну, я говорю, где-то 300 тонн. Если до наступления плюсовых температур это зерно мы не сможем никуда реализовать, то придется его просто выкинуть.
Мы готовы к планам, пожимает плечами Алексей, готовы выращивать, но насколько это востребовано – вопрос. Приходим к такому мнению, что алекминское зерно Алекме не нужно. Возим мы его в Ленск, продаем, а в Алекме не можем реализовать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В отделе ЗАГС Горного района провели семинар для специалистов администрации муниципальных образований. В мероприятии приняли участие представители всех 8 населенных пунктов. Основной целью семинара стал разбор ошибок по оформлению актов гражданского состояния и правовое обеспечение этих процессов. Обычно у всех слабый интернет, проблема в слабом интернете. Ну, по работе у них обычно проблем нет. И вопросы по настройке принтеров были немножко, и в основном вопросы по интернету. Потом были вопросы по обращению на сайт технической поддержки этой нашей системы ГИС и ГРЗАГС. Ну, объяснили, какие разделы надо подавать нужные заявления, ну и как подавать. В отдаленных районах Якутии сегодня началась всероссийская перепись населения. В апреле планируют переписать 46 тысяч человек в 15 улусах. 8 северных и арктических районов охватят полностью, 7 частично. Как сообщили в Сахастате, все населенные пункты, где пройдет перепись полностью, готовы к ее проведению. Основной же этап всероссийской переписи населения, который уже назвали первым цифровым, запланирован на сентябрь. Тогда граждане смогут, не дожидаясь визита переписчика, пройти процедуру самостоятельно на портале госуслуг, а также в МФЦ. Для нашей территории мы определили, что перепись в отдаленных и труднодоступных будет проходить у нас 4 срока. Часть районов, это первые 15 районов, пройдут перепись в апреле месяце, потом перепись у нас пройдет в июле, в августе и в сентябре месяце. Таким образом, в сентябре у нас будут переписаны и основные территории, где доступность, транспортная доступность хорошо обеспечена, и ряд населенных пунктов, которых по водным путям тоже будет в ряде отдаленных и труднодоступных, в части отдаленных и труднодоступных тоже будет проводиться в сентябре месяце. Глава региона призвал якутян принять активное участие в акции «Тотальный диктант». Айсен Николаев выразил уверенность, что это большое дело для Якутской республики в целом и для России. Русский язык объединяет нашу огромную страну, отметил он. Глава добавил, что сам постарается принять участие в «Тотальном диктанте». Напомним, что Якутск объявили столицей международной акции «Тотальный диктант» в феврале. Акция пройдет 10 апреля. Автором текста стал писатель Дмитрий Глуховский и самостоятельно прочтет диктант из столицы республики. К этой минуте у меня все. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.